Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Курорт Серноводск-Кавказский принял участников семинара для кураторов первичных профсоюзных организаций. Профсоюз подводит итоги первого полугодия. В актовом зале Дома профсоюзов прошло собрание республиканского актива. В рубрике «Профответ» юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В курортном городе Сочи состоялся обучающий семинар для председателей организаций Общероссийского профсоюза образования. 22 июля на базе курорта Серноводск-Кавказский с целью системного обучения открылся семинар для кураторов первичных профсоюзных организаций, инициатором которого является Рейссовет профсоюза образования. Как правильно совмещать работу и отдых, расскажем в следующем материале. Курорт Серноводск-Кавказский расположен на южном склоне Сунжинского хребта в 60 километрах от Грозного. Республиканское лечебно-диагностическое реабилитационное учреждение принимает у себя участников профсоюзного семинара. С приветственными словами к участникам семинара обратился председатель профсоюза Хизер Герзелиев. Нам хотелось бы поговорить с вами откровенно, что нам мешает, так сказать, работать, но прежде всего, естественно, профсоюзный комитет. Это, так сказать, орган коллективного руководства. Как сделать, чтобы этот профсоюзный комитет работал эффективно, работал на пользу, так сказать, делу нашему. Вот поэтому первая наша дискуссионная площадка будет посвящена этому вопросу. Давайте пообсуждаем, давайте поговорим с вами, как нам сделать отношения, выстроить правильные отношения с директором. Семинар продлится 10 дней. Времени достаточно, чтобы усвоить полезную информацию для профактивистов и пообщаться с руководством. На второй день семинара был приглашен министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов. Он рассказал участникам семинара, как обстоят дела в сфере образования в нашей республике. Также обсуждались самые актуальные вопросы касательно единого государственного экзамена, разрешения проблем нехватки молодых специалистов в школах и об увольнениях педагогов-пенсионеров. Очень волнует судьба наших учителей, которые в Шалинском СОШ номер 4, у нас был 15 учителей с высшими категориями попадаются под пенсионный возраст, как мы уже говорим. Почему мы не защищаем их, почему не отстаиваем их? Коллеги, да, это очень актуальный вопрос, на самом деле. И вчера, и позавчера мы проводили совещание, в том числе с участием заместителя председателя правительства, который курирует социальный блок, Абдулла Бабукаров, значит, никаких увольнений не должно быть, если реально вот на это место не претендуют, скажем. У нас таких претендентов нету. Значит, это вот на местах некоторые руководители, вот как рьяно решили, как бы, вот, с кавычкой скажем, исполнить протокольное поручение. Поэтому повальное увольнение пенсионеров не будет. Это однозначно. Значит, при этом некоторые руководители образования рьяно кинулись исполнить это именно увольнение предметов, которые нужно будет согласовать с Министерством образования. Вот. Просто это тоже вынужденная мера. Но при этом я могу привести массу примеров, когда глава муниципального образования могу Урас Мартан сказать, наш район, где пока не принял ни одно решение. Потому что если сегодня уволить всех пенсионеров, на место их никто же не придет. Сам министр считает, что данные семинары очень важны для учителей и работников образования и рад был принять участие в дискуссии. Как бы я бы не знаю, вот не приехал, скажем, на мероприятие, которое проводит, скажем, Республиканская организация профсоюза, а для министра образования это было неправильно, потому что действительно семинар сегодня проводится самое главное в республике, Чеченской республике, очень прекрасном месте. И семинар, я считаю, был организован, вот знаете, очень хорошо в том плане, что я смог пообщаться со своими коллегами, вот, получить информацию с мест, ответить на некоторые вопросы и кое-что взять себя на заметку. И я считаю, что вот такие семинары, такие встречи, они очень полезны, и их нужно почаще проводить. Также на семинар кураторов первичных профсоюзных организаций приехали и известные научные деятели, дабы поделиться своим опытом работы с педагогами. В частности, о социальных конфликтах говорил профессор философских наук Вахид Акаев. Итак, если в обществе не достигается социальная справедливость,
никогда мы конфликт не будем. Можно ли полностью достигнуть социальной справедливости? Нет, невозможно. Но уровень среднего достатка государство должно быть направлено на достижение среднего достатка в стране. Профессор был рад тому, что получил шанс поделиться своими знаниями с членами профсоюза. Тему он выбрал не случайно. Разрешение социальных конфликтов – очень интересная и познавательная лекция для профактивистов. Конечно же, наши слушатели задавали очень интересные, содержательные проблемы, касающиеся не только, скажем, повышения уровня жизни наших учителей, их зарплаты, совершенствование образования, методики преподавания, но в то же самое время их интересовали и те проблемы, которые я в своей лекции подчеркивал. Это проблемы, касающиеся социальных конфликтов, причин их возникновения, способа разрешения и так далее. Но было мною отмечено, что социальные конфликты – это наша жизнь. Нам эти социальные конфликты сегодня, многие из них разрешаются, остается целый ряд социальных конфликтов, которые невозможно разрешить, но есть способы урегулирования, способы их смягчения и так далее. За 10 дней семинара участники смогут услышать лекции ведущих специалистов в сферах экономики, психологии, философии, истории, здравоохранения и юриспруденции. В программу мы обязательно включили вопросы и по основным направлениям профсоюзной работы, а также наши житейские основные вопросы и экономики, и здравоохранения, и нашего всего образования, ситуации, которая сейчас складывается в системе образования. И сегодня, выступая, министр образования поставил четкие акценты и перспективы обозначил, как это будет происходить в дальнейшем. Мы охватили все районы нашей республики, несколько человек с каждого района. Но Республиканский совет планирует и в дальнейшем продолжать эти семинары на базе этого санатория. И до конца этого года мы организуем еще 2 семинара. В общем, у нас получится в этом полугодии 3 таких обучающих семинара. Института кураторства. Я рад, что оказался в этом курорте, где нас в первую очередь обучат тому, что мы должны претворить в жизнь, будучи куратором уже на местах. Мы призваны поднять уровень профсоюзной работы, первичных профсоюзных организаций, оказать всяческую помощь. Не секрет, что во многих первичных профсоюзных организациях уровень профсоюзной работы, первичек так называемых, не на самом уровне. И это мы призваны для этого сделать все зависящее. Нас сегодня здесь на протяжении 10 дней научат тому, что нужно. Мы имеем сами какой-то опыт профсоюзной работы. Я, например, будучи за пределы Республики Российской Федерации, 11 лет руководил первичной профсоюзной организацией общеобразовательной школы. Имея этот опыт, я стараюсь передавать при проведении семинаров подобного рода на местах своих первичных организаций района. Я первый раз приехала на этот семинар. Я считаю, что эти семинары нам очень нужны. Будем изучать и законы, будем изучать, и правовые отношения нам будут давать, компьютерные курсы. Те, которые не знают, будут проходить вот эти компьютерные курсы. Вы знаете, как трудно находить информацию, а здесь я могу получить столько информации, которая полезна нам, для нас, для всех. Слушатели, а их около 100 человек, также ознакомятся с основными задачами и общими принципами деятельности кураторов и будут иметь возможность поправить свое здоровье. Они, помимо занятий, ежедневно проходят оздоровительные процедуры, которые предоставляет санаторий. Первое полугодие 2015 года прошло, значит, пора подвести итоги, что и сделали в профсоюзе образования. В актовом зале Дома профсоюзов прошло собрание республиканского актива. Смотрим сюжет. Тем для обсуждения на собрании было более чем достаточно. Это было насыщенное по событиям полугодие. Провели множество мероприятий, конкурсов, приняли гостей со всего Кавказа и сами выезжали перенимать опыт. Хизер Герзелиев, председатель профсоюза работников образования, отметил, что для того, чтобы профсоюзная организация успешно развивалась и дальше, необходимо активизировать и совершенствовать все направления ее деятельности.
Члены профсоюза также обсудили вопросы, касающиеся укрепления и развития структурных основ профсоюза, профсоюзного обучения, состояния и перспектив развития, информационной работы и правозащитной деятельности. Было отмечено, что практически по всем направлениям профсоюзной работы достигнуты позитивные результаты. В частности, в более чем 800 образовательных учреждениях созданы и работают профсоюзные организации. Особенно значимо превышение в этом году 50-тысячного рубежа численности членов профсоюза. Главным итогом полугодовой деятельности Рессовета стала положительная оценка 53 руководителей и делегатов территориальных профсоюзных организаций из федеральных округов Южного федерального округа и Северокавказского федерального округов, которые посетили республику в рамках рабочего визита. Также затронули тему популяризации учительской профессии среди молодежи. Как утверждают социологи, молодые педагоги предпочитают работать не по профилю. Популяризация профессии учителя, мы много об этом говорим, и для молодежи все-таки где-то мы с вами прекрасно знаем, что немного хромает у нас вот эта сторона. Не очень активно в наши ряды идет молодежь. Что если мы в этой передаче, в каждой передаче, если мы будем говорить, вот, например, о заслуженных учителях, о народных учителях, популяризировать их мнение, их взгляд на образование, на проблемы образования и как они достигли той высоты, которой они достигли сегодня. То есть вот тем самым мы в какой-то степени, во-первых, мы поднимаем этого учителя, показывая всей нашей республике. И во-вторых, мы даем возможность передачи его опыта, его взглядов, его мыслей. Теперь предстоит переоценка актива на более действенное планирование работы. Особенно это важно в условиях финансового кризиса, который сказывается на трудовых, бытовых, социальных и других направлениях жизни работников образования. В связи с этим для улучшения качества и условий работы профсоюзных организаций были предложены рекомендации из 8 пунктов, которые актив утвердил единогласным мнением. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Я работаю учителем и совмещаю работу с получением второго высшего образования. Работодатель предоставляет мне дополнительный отпуск на время сессии, но не оплачивает его. Имею ли я право на дополнительный учебный отпуск с сохранением среднего заработка? В вашем случае работодатель не обязан предоставлять вам дополнительный отпуск с сохранением заработной платы, так как законом установлено, что такая гарантия предоставляется лишь тем, кто получает высшее образование впервые. За исключением того случая, если, конечно, работодатель сам вас не направил на обучение. В этом случае вам должна сохраниться заработная плата на время отпуска. До сих пор мы получали заработную плату один раз в месяц, что всех работников нашего учреждения устраивало. Но с предыдущего месяца нам стали начислять ее 2 раза в месяц. Мы все обратились к работодателю с письменными заявлениями с просьбой вернуть прежний порядок выдачи заработной платы. Однако работодатель нам отказал, несмотря на то, что в коллективном договоре также прописано, что заработная плата выдается 1 раз в месяц. Имеет ли право работодатель не удовлетворять нашу просьбу? Работодатель не имеет права удовлетворить вашу просьбу, так как законом установлено, что заработная плата должна выплачиваться работнику не реже, чем 2 раза в месяц. Несмотря на ваше заявление и желание получать заработную плату 1 раз в месяц, учитывая то, что это прописано в вашем коллективном договоре, работодатель не имеет права нарушать закон, а в законе прописано, что работник должен получать заработную плату не реже, чем 2 раза в месяц. Имеет ли организация право принудительно вызывать сотрудника с планового ежегодного оплачиваемого отпуска? Согласно статье 125 Трудового кодекса, отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или же присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Согласно положениям постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о применении судами Трудового кодекса,
Установлено, что отказ работника, вне зависимости от причины, от выполнения требования работодателя о выходе на работу до окончания отпуска, нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. Из изложенного следует, что отозвать работника из отпуска можно только с его согласия. Если у вас также появились вопросы, обязательно напишите письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. Сочи ассоциируется с морем и отдыхом, но для участников обучающего семинара это еще и отличный вариант повысить свою квалификацию. В курортном городе состоялся обучающий семинар и завершающий этап курсов повышения квалификации председателей городских и районных организаций Общероссийского профсоюза образования. Из Грозного, как и из других городов России, выехала группа из 8 человек, представителей чеченской организации. В ходе 5-дневных занятий участники занимались изучением ряда вопросов профсоюзной деятельности. Это, в частности, мотивация профсоюзного членства, профсоюзная статистика, кадровая работа и многое другое. Перед курсантами с интересными и содержательными лекциями выступили опытные специалисты, заместитель председателя Общероссийского профсоюза и работники аппарата Центрального совета. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром, как всегда, осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте ресовет.ру. До новых встреч. Адикелш.